В Башкортостане завершилась программа MBA Science, которая реализовывалась на базе Евразийского научно-образовательного центра. И апогеем этого проекта стала стажировка в Китае. Об этом поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии Эльвира Исмагилова. Выпускник программы MBA Science, магистр нефтегазового дела Великобритании, кандидат технических наук, член-корреспондент РАЕН, главный научный сотрудник, научный руководитель международных проектов ООН-ИПИ УГНТУ. Ну и, как я уже сказала, выпускник именно этой программы. Эльвира Римовна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Роза. У вас столько должностей, как вы все это успеваете, но сейчас мы будем с вами обсуждать именно программу MBA Science. Расскажите, что это за программа? Насколько я понимаю, это именно она рассчитана для того, чтобы поддержать научное сообщество нашей республики, именно тех, кто хочет развиваться в этом направлении. Абсолютно верно. И мне бы хотелось начать с того, что сегодня федеральным центром инициируется, а на местах активно поддерживаются всевозможные меры по ревитализации отечественной науки. И разработаны и запущены понятные механизмы по привлечению молодежи в науку, их сопровождению, адаптации и поддержке. Но, однако, для более взрослых ученых, которым около или чуть за 40 лет, каких-либо госпреференций или бустеров сложно найти. А вот нам, однако, посчастливилось быть частью команд академических структур и профессиональных сообществ, связанных с ними, которые входят в состав участников Евразийского НОЦ. И Евразийский НОЦ объединил на своей площадке таких взрослых ученых, общей идеи, которую мы развивали в течение 11 месяцев, работая в программе MBA Science. Вот в чем ее особенности, в чем заключалась именно? Вот вы говорите о том, что 11 месяцев реализовывался проект. В чем польза его была для вас? В чем особенность программы? Ну, MBA Science – это специализированная программа по деловому администрированию научно-исследовательских проектов. И согласно стандарту бизнес-образования с акцентом на жизненный цикл научного проекта туда входили модули по практическому стратегическому менеджменту, по управлению проектами, по коммерциализации, управлению инновациями, финансовой аналитике, управлению кадровыми ресурсами, инфраструктурой, а также управлению научными коммуникациями. И те 8 модулей, которые мы изучали, сопровождались высококлассными спикерами, которые были представителями Томского политехнического университета, Балтийского федерального университета имени Канта, Уральского федерального университета имени Ельцина, а также были привлечены эксперты из медиаиндустрии, и также участвовал известный российский фасилитатор по стратегиям развития и по системному мышлению в процессах изменений. Мы получили очень содержательные знания по всем 8 модулям. И это прикладная информация, которую мы в дальнейшем можем использовать на своих рабочих местах. И в чем польза для меня, как вы спросили? Но прежде всего это безусловное расширение горизонтов знаний. Потом это, конечно же, апгрейдинг квалификации. И мной уже разработаны и предложены к внедрению пошаговая стратегия краткосрочного и долгосрочного развития той структуры, которую я представляю. И, конечно же, конечным результатом должна быть оптимизация рабочих процессов, построенных в продуктовой логике, от ускоренного перевода научных задач и идей в практическую плоскость и до их коммерциализации. Вы сказали о том, что были спикеры из Томска, из разных других городов, из Екатеринбурга, да? Но в то же время, еще до эфира мы с вами обсуждали вопрос, что была стажировка в Китае. Но при этом, я так понимаю, что еще и в процессе именно обучения и реализации проекта как-то вот разрабатывалось сотрудничество именно с коллегами из этой страны. Вот расскажите об этом подробнее.
Апофеозом программы стала поездка делегации в составе 21 человека в Китай. Мы работали в течение 7 дней, закрывая задачи, обозначенные в деловой программе, участвуя в круглых столах, заседаниях и переговорных панелях с представителями руководства ведущих университетов провинции Гуанси. Так, в первый день мы встретились с представителем Педагогического национального университета, затем Гулинского медицинского университета и Гулинского электротехнического университета, с которым впоследствии был подписан меморандум о сотрудничестве. То есть это была не просто стажировка, а здесь именно налаживали деловые связи, какие-то именно научные связи для того, чтобы затем уже их разрабатывать. Вот меморандум что в себя включает? Конечно. Вообще, я вам хотела бы сказать, что мы получили уникальнейший опыт в результате такой нашей командировки, потому как участвовали в переговорных процессах. Вы знаете, что такое переговорное коммуникативное взаимодействие, которое ставит с собой целью разрешения переговорной ситуации, это очень большая представительская ответственность. Многие люди, живя в одной семье, в одной квартире, не могут договориться, правильно? А тут за переговорным столом сидели представители разных менталитетов, с разными культурными, языковыми кодами, из разных общественных строев и разных идеологий. Но, тем не менее, нас объединила одна любовь, это любовь к науке. Вот, и мы смогли договориться. И продуктом этой договоренности явился меморандум. И мы надеемся встречать уже в дальнейшем наших китайских коллег на нашей родной земле. И хочется отметить с благодарностью, что наши китайские друзья приняли нас с большим радушием. Нам продемонстрировали все свои инфраструктурные возможности и провели экскурсии по студенческим кампусам, которые, кстати говоря, больше напоминают города по типу устройства ЗАТО, со своей замкнутой инфраструктурой и консервативным ландшафтным дизайном. На территории расположены кафе, химчистки, банки. Мы это все смогли посмотреть. Многое, что нас удивило, как, например, огромные площади, на которых расположены монументальные здания, в которых содержатся библиотеки, музеи. Животные из красных книг, которые тоже для которых устраиваются определенные ореолы, и они там обитают. И что еще интересного, и мои коллеги меня поддержат, так это официальный 3-часовой перерыв с 12 до 3 часов дня для каждого сотрудника университета. Представляете? Знаете, здесь поддержала бы и я, наверное. Да. Но вот понимаете, Роза, в таких условиях, в которых трудятся ученые сегодня, нужно понимать, что мы являемся не только представителями науки, но еще и рабочими единицами академической дипломатии. Потому как в наших рукавах для достижения переговорных целей всегда должны быть рабочие инструменты. Это техники, переговорные технологии, тактики, стратегии. Это обязательно знание этики, этикета и протокола, конечно же. Вот это один из, наверное, таких вопросов, потому что я перечислила много ваших должностей, но в то же время я замечу, что вы главный научный сотрудник и научный руководитель международных проектов НИПИУ ГНТУ. Вот как удается вот все это варьировать? Вы и сами учились, да, и приходилось вам, причем учились не просто, тогда не для проформы, это уже собственное развитие, и при этом еще и вести проекты. Как это удавалось совмещать? Меньше спишь и больше работаешь, как говорится. А вот говоря обывательским языком, я ученый из области нефтегаза. И мое научное направление – это разработка концепций и программ по развитию получения интеллектуальных цементных систем для различных назначений. Вот. И при этом я выполняла эти программы на зарубежных проектах. У меня более 10 лет
опыта представления Республики Башкортостан на международных научно-образовательных и дискуссионных площадках, на которых я выступаю как с сольными научно-исследовательскими проектами, которые я обозначила, так и в составе делегаций и переговорных групп. Вот, такой опыт в том числе я и получала, внедряла и испытывала во время поездки в Китай. Еще в начале нашего разговора вы сказали о том, что у нас очень много, оказывается, и поддержки, и много перспектив именно для молодых ученых, которые сейчас есть, но вот именно для тех, у кого уже есть какой-то багаж, да, бэкграунд за своей спиной, вот для них таких проектов может быть не так много. Вот программа MBA Science как раз вот в этом плане это один из выходов для того, чтобы как-то повысить свою квалификацию, как-то вот себя, может быть, подбодрить и вот в этом направлении для того, чтобы развиваться. Безусловно. Кто может стать участником этой программы? Кому она будет полезна, как думаете? Я не думаю, что на эту программу стоит заходить с нуля. Это, конечно, должны быть какие-то элементарные знания и умения, приобретенные в руководстве какими-то небольшими подразделениями, структурами, будь то университетскими, структурами научно-исследовательских проектных институтов, либо академических институтов. Я думаю, что контингент может быть абсолютно возрастной, но что я хочу подчеркнуть, вот те ребята, которых я встретила на курсе, это, безусловно, фанаты своего дела. И, может быть, это главное определение участника программы MBA. Это лидеры в своих областях. Это патриоты, большие идеологи, ведь они радеют за развитие и процветание региональной науки, делая свой маленький, а кто-то и большой вклад. И поэтому их можно без стеснения назвать, наверное, интеллектуальными сливками научного ядра Республики Башкортостан. Это большая честь и гордость работать с такими ребятами. Ну и буквально очень коротко. Эльвира Римовна, сейчас вдохновлены для того, чтобы совершить и дальше уже работать? Абсолютно точно. Готова свергнуть любую гору и, как я всегда отвечаю, тружусь на благо Родины и всего человечества. И я призываю, как молодых ученых, которые еще, может быть, стоят на истоке выбора своего карьерного пути, обратить внимание в сторону научных направлений, так и поддержать своих взрослых коллег и пожелать им признания и фонтан творческой энергии. Спасибо вам огромное, что вы нашли время, пришли, поделились своими впечатлениями от программы, в которой принимали участие. Надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.